Я бы хотел обратиться этим обращением, в этом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к депутатам, которых сейчас будут выбирать новых, и к старым тоже. Также я хотел бы обратиться к блогерам, к своим друзьям, к своим товарищам, соратникам. Также хотел бы к общественности Украины обратиться и в первую очередь, конечно же, к харьковской общественности. Да. Харьковская прокуратура запятнала свою репутацию, да, и Генеральная прокуратура запятнала свою репутацию тем, что выдали Тимура Тумгоева. Но это не единичный случай, когда выдали Тимура Тумгоева. Тимур Тумгоев был вызван с передовой. Соответственно, Тимур располагал информацией о количестве войск, о месте дислокации. Вызвали, ему адвокату и вот друзьям и родственникам сказали: завтра можете передачу передать, там как-то связаться, адвокат сможет встретиться. И в течение нескольких часов Тимура выдали на пытки и смерть в Россию. После того, как его выдали, в течение нескольких часов, это невероятно быстро, и имело место коррупционная составляющая. Я прошу обратить внимание президента Украины Владимира Зеленского на этот момент, так как коррупция в Харьковской прокуратуре и в судах, она уже притча во языцах. И Тимур, как только был передан, жестоко был подвергнут пыткам, оговорил себя, подписал, как говорят, да, и получил до, по-моему, 18 лет тюрьмы. Теперь я хотел бы перейти к истории братьев Илаевых. Братья Илаевы с первой войны защищали свою страну, как сейчас это делают украинцы, граждане Украины разных национальностей и добровольцы, которые защищают Украину. Вот я зачитаю то, что у меня написано. История братьев Илаевых началась с гибели заместителя командира так называемого нефтеполка Лечи Талдахова, двоих его родственников и советника муфтия республики. Убийство братьев Илаевых была провокацией с целью прикрытия убийства Лечи Талдахова, которые не поддерживали практику похищений и пыток, Леча Талдахов не поддерживал практику похищения и пыток чеченцев с целью выбивания признательных показаний. То есть из-за того, что Леча Талдахов отказался принимать в преступлениях участие, он был убит своими же сослуживцами, да, или с подельниками. Эта история получила большую известность благодаря смелости родственников погибших, которые отказались молчать и привлекли к своей трагедии внимание журналистов и правозащитников. На сегодняшний день один из выживших братьев Илаевых, Амхат Датхоевич Илаев, задержан, находится в Харькове, в Харьковском изоляторе и ожидает депортации в Россию на унижение, пытки и вероятную смерть. 30 ноября 2008 года история Илаева, братьев семьи Илаевых. 30 ноября 2008 года около 20:00 в станице Первомайской Грозненского сельского района Чеченской Республики из дома Илаевых людьми в камуфляжной форме были похищены братья Ахдан и Альви Илаевы. Одни силовики увезли задержанных, другие остались в доме, обстреляли одну из комнат, произвели несанкционированный обыск без понятых, перевернули все вверх дном, а потом сели ужинать, опустошая запасы хозяев. Позднее они задержали 17-летнюю маму Илаева, младшего брата Ахдана и Альви, сестру Илаевых Залину и беременную жену Ахдана Хадижат также привезли в отдел. Женщин завели в кабинет отдельно от братьев. Вскоре они услышали их крики. Ахдана и Альви пытали. Хадижат стало плохо, ее отвезли домой. Залину привезли домой спустя 3 часа. Имама Илаева его привезли домой через несколько часов после задержания. Он был совершенно измучен и рассказал, что его пытали током, добивая сведений о неизвестных ему так называемых боевиках. В это же время старшего из братьев Илаевых, Зураба, который проживал у тетки на Карпинском кургане, срочно вызвали на работу в 5-ю роту нефтеполка, где он служил с 2002 года. Здесь стоит отметить, что 2 брата Илаевых погибли в
Первой русско-чеченской войне. И по заведенной практике, если у вас хоть кто-то погиб на войне, брат погиб, дядя, отец, муж, да, черными вдовами, они даже назвали тех женщин, которых они убивали, обозначив их, как говорится, расчеловечили их, да, обозвав черными вдовами, и убивали вдов погибших защитников своей страны. Так вот, для того, чтобы сохранить свою жизнь, многие чеченцы были вынуждены, да, их шантажировали, избивали, запугивали, предлагали единственный путь для сохранения своей жизни и своей семьи. Раз у тебя кто-то погиб на войне, кто-то воевал против русских, то ты должен был идти служить в оккупационную армию. И братья Илаевых, оставшиеся в живых, которые Зураб в том числе, устроился в эту службу и находился на этой службе. Так вот, его вызвали, и после этого он был убит. 1 декабря 2008 года после полудня к Илаевым пришел участковый и сказал, что братьев подозревают в причастности к диверсии 24 ноября в селении Садовое Грозненского сельского района, в результате которого погибли заместитель командира нефтеполка Лечит Алдахов, двое его сотрудников, родственников и советник муфтия республики. 2 декабря пресс-служба МВД распространила сообщение об уничтожении в результате спецоперации в Грозненском сельском районе 2 боевиков. По местному телевидению показали сюжет, в котором знакомые узнали братьев Илаевых. Они были в камуфляжной форме, хотя из дома их забирали в домашней одежде, и это видели соседи и родственники. В официальном сообщении говорилось, что боевики были убиты в Грозненском районе между селами Нагорное и Керлаюрт. Однако в тот же день, около 21 часов, люди, проезжающие мимо Карпинского кургана, стали свидетелями, это в другом месте, для ясности, стали свидетелями проведения спецоперации, в результате которой, по словам стоявших в оцеплении, были уничтожены 2 боевика. 3 декабря мать Илаевых вызвали в судмедэкспертизу Грозного. В морге она опознала трупы сыновей Альви и Ардана. Они погибли от огнестрельных ранений, но их тела были покрыты ссадинами и кровопотеками. 5 декабря родственники подали заявление в прокуратуру и милицию о похищении 3-го брата, Зураба Илаева, о котором, тот, который работал в нефтеполку, о котором они не имели никаких сведений с 1 декабря и начали самостоятельное расследование. Им сказали, что якобы Зураб был уволен из правоохранительных органов еще 17 ноября. Также это все по отработанной методике и тактике. Задним числом выписывается, что человек был уволен. Однако до дня задержания он ходил на службу, и табельное оружие оставалось при нем. 10 декабря родственников Зураба Илаева известили, что его труп находится в городском морге. Туда тело привезли 8 декабря. Труп нашли мальчишки на свалке возле Карпинского кургана, в 200 метрах от базы батальона «Север». На теле Зураба были следы избиения и удушения. Операциями против так называемых завербованных молодых людей Ибрагимова Пайзулаева, Адама Салангириева, Ильяса Абдурахманова и братьев Илаевых руководил, как уже было отмечено, Хусейн Магомадов, бывший боец спецотряда ФСБ «Горец». В связи с этим хотел бы обратиться, напомнить, что Амхат Илаев попросил политическое убежище и попытался спасти свою жизнь на территории Украины. Украина, которая ведет уже 5 лет войну против агрессора, против оккупанта, к большому сожалению, к большому стыду, в том числе и моему, происходит выдача чеченцев. И вот сейчас готовится экстрадиция Амхада Илаева. До этого выдан Тимур Тумгоев. Я сегодня разговаривал с адвокатом Амхада Илаева. Выдано именно из Харьковской области много людей чеченской, ингушской и дагестанской национальности. Без сомнения, там присутствует коррупционная составляющая, потому что 23 июля
Амхат был, который был сперва задержан, его выпустили. Мы по этому поводу, я в том числе, делал обращение, призывал общественность. Был выпущен и находился под домашним арестом. Его вызвали 23 февраля и вновь арестовали его. И после суда 23 февраля сразу же была подана апелляция. И через 6 дней, если я не ошибаюсь, или через 7-8 дней, ну это вообще очень короткие, очень малые сроки, которые просто невозможны без коррупционной составляющей. Там, ну, даже адвокат не успеет подготовиться ни к чему. Это нарушение всех норм и правил. И у меня нет никаких сомнений, у родственников Илаева нет, у защитников Илаева нет сомнения, что присутствует коррупционная составляющая. Коррупция – это бич Украины, это бич всего цивилизованного общества. И я призываю всех найти, расследовать и выявить, не только сейчас не выдать, да, в лапы смерти Амхата Илаева, а наказать виновных, привлечь к ответственности виновных из Харьковской прокуратуры, и если замешан, то и Харьковского апелляционного суда, допустим, или там другой инстанции, которые есть. Очень распространено уже получила широкую огласку ситуация с тем, что Харьковская прокуратура ведет, ну, чуть ли не войну против своих защитников. И не только не украинцев, да, и украинцев тоже. Всем известно, печально известный Евгений Енин, который подписал, и еще много я называл фамилии, они у меня имеются, которые способствовали быстрой выдаче. Неоднократно, в том числе Муслим Чеберлоевский, командир батальона шейха Мансура, говорил, что огромные деньги Россия готова платить, сотни тысяч долларов для того, чтобы получить человека. А сейчас в Украине, когда коррупция зажимается со всех сторон, это большие деньги. Я призываю всю общественность Украины немедленно отреагировать, немедленно спасти Амхата Илаева. Я прошу вас, уважаемые украинцы, вот наше родство, наша дружба, зародившаяся прибытием Сашко Белого и с отрядом защищать нашу страну, потом ответные действия Исы Мунаева со своими товарищами, которые прибыли защищать Украину, родство, дружба, которая будет сотни лет, так как и вы, и мы знаем цену слову, знаем цену чести, и не дайте опорочить вот складывающиеся наши близкие, дружеские, братские отношения. Я призываю всех спасти Амхата Илаева. Спасибо.